Основные задачи примирительной комиссии при главе республики – примирение враждующих сторон, предупреждение совершения преступлений, мониторинг возможных проявлений нарушений законодательства России на почве кровной мести и недопущение межклановых обострений. Ежемесячно уважаемые старцы собираются, чтобы обнародовать результат своей деятельности. Труд каждого из членов комиссии отображается в справке. Сегодня комиссия подводит итоги за прошедший год. Лахашары вай дел эхетмас дихан, дикбол габ дихан, ис дихан, пабитабы. Садин доуди, исто гадиан дел реал солшан, дик ахи гатваш. Ай бытовой случай ахи дихан, бит ор дага дин редел есуду хаму дихан, тqa дихан, дидо да яхкады, тqa двадцать четыре случай да яхкавы. Тqa дизел таби абы, аши кандир бахаш дихан. أولية ده تبغى بوابع نخدي هنا يلخيت دي هنا تم تشكيق ما شبه يلخيت تسيدة تسوقها استدي هنا أهي قاعد دي هنا. Также в ходе заседания отчитались о проделанной работе с начала текущего года. مشهد هنا ده بول بدي هنا شيء سلوشي بدأت بشيء دي هنا شق عصقين متك بعمتها متك بخد ديزل دي بتوي دي سوشي بخد ديزل دي عاشي شيء بط بقى طابع قدر البوس زين لا أشر تحمبيتها بيقول وصلوا شيء دي هنا طايع متى قطر دي هنا البوس بيبوخ نهز دي هنا طبعا أسرة دي هنا لاتش قبلخش دي هنا. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов отметил успех примирительной комиссии в деле сохранности мира и то, как эффективно спасают семьи от взаимной вражды. Это огромная победа культуры мира и толерантности, которой мы все можем гордиться. Необходимо чаще доносить до жителей республики, особенно до молодежи, о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Быть сдержанными в действиях, которые могут привести к конфликтам, порой с трагическими последствиями. Члены примирительной комиссии обращаются к жителям республики с просьбой обратить внимание на участившиеся в соцсетях случаи публикаций, порочащие честь и достоинство молодых людей. В сеть заливают фотографии с недостоверным и нецензурным описанием, из-за чего часто возникают конфликтные ситуации с самыми печальными последствиями. Что хлебал больше, есть я суд, я цуна жопта еще отсюж. Важала-то мы береги, дамас да тоже, я даже добуцу бог больше, но чем аж ты кегишна особенно. 4 года, аж тут же, баш 4 пожал, вот ты дешь. Добуцу бог больше, аж мы хусу, что ж он ахидали. Примирительной комиссии по роду деятельности приходится сталкиваться с эмоциональными проявлениями членов семьи, в чей адрес было совершено противоправное деяние. В стремлении примирить кровников они зачастую сами становятся объектами ненависти. Такое поведение в адрес аксакалов не соответствует ни нормам ислама, ни адатам ингушского народа, подчеркнули в ходе заседания. Кровная месть на Кавказе, в частности в Ингушетии, существует давно. Ее назначением было удерживать людей от совершения преступлений, ведь человек, который пошел на убийство, становился кровным врагом семьи убитого и знал, за его проступок могут ответить его родные даже через 100 лет. Однако всегда присутствовала третья сторона – имамы и старейшины, призывавшие оставить кровь ради Аллаха. С 2016 года такие дела вывели на республиканский уровень, когда при главе региона создали примирительную комиссию. В эти примирительные комиссии вошли главы сельских поселений, представители духовенства, а также уважаемые люди в селе, в округах и в городах. Состоят члены примирительной комиссии, это 17 человек, из них это религиозные и общественные деятели. Данная комиссия работает эффективно. И, в принципе, те комиссии, которые были созданы на местах, в сельских поселениях, они непосредственно подчиняются и осуществляется контроль примирительной комиссии, которая работает при главе Республики Ингушетия.
Также в ходе заседания члены примирительной комиссии, обращаясь к старшим, просят обратить внимание на молодых людей, разъезжающих по ночам без дела, на машинах с затонированными стеклами и, в принципе, на их круг общения. Фактор, который спровоцирует конфликт, предугадать не в наших силах, но воспитать морально здоровое поколение – обязанность каждого, отметили на встрече Адам Мережков, Али Зязиков, Магаз 24.